краски черного и красного цветов, а также сусальное золото. Автором этой новой техники написания картины является художник современного искусства Алексей Беляев-Гинтовт. И сегодня в театрально-концертном зале прошла выставка серии его картин, посвященных жизни и деятельности первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Значимость события подчеркнул своим присутствием и нынешний президент Рамзан Кадыров. Перед официальным открытием выставки собравшиеся прошли религиозный обряд дуа, после чего выставка считалась открытой. Пойдите в другие субъекты, побывайте за рубежом, посмотрите, где портреты Кадырова-старшего, Кадырова-младшего. Вы увидите, что наш Ахмат Хаджи на портрете, но с национальным колоритом, с их штрихами. Что это означает? Только одно. Они его восприняли своим. Он давно перешел за рамки того, что он был нашим Ахмат Хаджи, был нашим президентом, нашим героем. Он стал героем Кавказа, героем России. Совершая краткий экскурс по выставочному залу, делегация во главе с Рамзаном Кадыровым с интересом разглядывают огромные холсты, откуда на них смотрит, как всегда, серьезный и задумчивый Ахмат Хаджи Кадыров, черты лица которого художнику удалось передать в точности. Красное и черное. Дело в том, что когда кровь пролилась, чтобы потом до черной земли можно было хлеб посеять, можно было детей растить. Очень важная картина. Ахмат Хаджи, на черном фоне война, и он говорит, что мир рассеял. Он думает об этом. Это инаугурация. Примерно так и было. Приятным сюрпризом для собравшихся явилось и то, что один из гостей выставки рассказал стих, также посвященный Ахмату Хаджи Кадырову. Есть хороший очень поэт, написал стихотворение Байрон, ты кончил жизнь и путь герой, теперь твоя начнется слава, и в песнях Родины святой жить будет образ величавый, жить будет мужество твое, освободившее ее. Пока свободен твой народ, он позабыть тебя не в силах, ты пал, но кровь твоя течет не по земле, а в наших жилах. Отвагу мощную вздохнуть, твой подвиг должен нашу грудь. Врага заставим мы бледнеть, коль назовем тебя средь боя. Дев наши хоры станут петь о смерти доблестных героев, но слез не будет на очах, плач оскорбил бы славный прах. Алексей Беляев – один из талантливейших художников России. Являясь в своем роде авангардистом, он придумал собственную технику написания картин. Его работы выставляются в разных городах мира, а в прошлом году ему присудили премию Кандинского. Его картины всегда насыщены глубоким смыслом. Это момент инаугурации первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Грозная, укращенная сила, все знаки мужского могущества и влияния, и силы, и значимости. Вот этот социальный смысл я старался вложить. И здесь же речь идет о российском и чеченском соратниках, условно говоря. Открывшись сегодня, выставка продлится до конца июля. И за этот срок у каждого будет возможность лицезреть труд талантливого человека, посвященный герою целого народа. Амина Манаева, Резван Абдулмуслимов, Тимур Саратов. Новости. Сабс-Центарой, разбитый только год назад, уже сегодня радует обилием урожая. Накануне здесь побывали и отведали местные фрукты президент республики и его дядя Магомед Кадыров. Если чеченские сады в будущем будут приносить такие же результаты, то у жителей республики не будет надобности в приобретении завозных фруктов, так как местные ничем не уступают им своими вкусовыми качествами. Президент выразил надежду, что регион преуспеет и в сфере садоводства. Och blir det så här då för då är då. Det hamnar ju så då. Säger inte alla så här. Ja, ist bara tryck vad som då. Det med مجد ديش مجد مجد بوشان ده ام حلقه واحد من كلام غير مش بقول اخر هذا كان ده ده مجد ده هو مجد حبيبي ده مستدان كلام غير بقى ما حاجه او ايش كده يوم خيو بيز بايش كاب بيز است كاب بيز قوت مش كاب بيز اخلا ده نسو ده نسو مش صحه شوان حتى فولش في وداع مع بروبني نيوش دون دوت صايب دون حتى دون هم شلون بيجي دون في شيء جيتر دون
Tuossa Därmalan rukoilu. Kocha. Tagit selbi. Pizza det var idag Därmalan. Ezerna så recept så pitch ni då. Det har stått för båda. صح حبينا بوش حزن عايزون ويبرود يا خل. И вести с полей. Господ Калиновский в Наурском районе решился в этом году на новаторство. Здесь высадили бахчевые культуры. Эксперимент, конечно, но задатки хорошего урожая есть. В этом убедилась и Ехида Чебагаева. В Калиновском впервые готовится к сбору урожая бахчевых. В подшефном Минфину хозяйстве не так давно появилась возможность выращивания дыни и арбузов. Всего на площади 15 гектаров. В следующем году площадь под эти культуры будет увеличена. Больше будет посеяно в том числе тыквы, огурцов и картофеля. Действительно, зависть темноту, хохоза змел бяхнут. Аж телакя. А в госпхозе Нива вовсю идет уборка зерновых. Это очень тяжелый труд. Многие вкладывают в него свою душу. Среди них комбайнер Харон Алиев. У него вообще-то 2 высших образования, но он давно сменил кабинет на кабину комбайна. Здесь не с кем ругаться. С землей как относишься, она тебе так и отдарит, вот и работаешь. А там людей надо то погонять, то кормить, то работу давать, то зарплату искать. А здесь делал дело, сам сделал, сам отвечаешь. В госпхозе Нива нельзя работать спустя рукава, ведь здесь благодаря инвестициям Минфина увеличены площади посева. Раньше в хозяйстве обрабатывали 300 гектаров, а в этом году площади увеличены более чем втрое, до 1000 гектаров земли. Здесь говорят, что новое – это хорошо забытое старое. В Ниве вспомнили об ипатьевском методе, когда-то очень популярном в перестроечные времена. Принцип такой – комбайн с поля, плуг на поле. В общем, параллельно уборке урожая идет подготовка пахоты под засев озимых. Как идут дела? С целью выявления проблемы здесь побывал и представитель Министерства финансов. Есть у тебя проблема при уборке урожая? Сейчас в уборочном саду. На сегодня работает 2 комбайна на уборке. Я справляюсь своими комбайнами, 2 комбайна, но запчастями. В этом году где-то на 200 с лишним тысяч оказывал помощь Минфин на закупку запчастей. Люди довольны, работники довольны? Работники вот, довольны. Ответ дружный. Многие проблемы решены. Судя по тому, как кипят работы, видно, на этих полях президентская программа повышения уровня сельского хозяйства в Чеченской Республике работает. Впереди экватор страды. На уборке становится жарко. Ехида Чебагаева, Магомед Сулейманов, Тимур Саратов. Новости. Повышение уровня сельского хозяйства после объявления президентом 2009 года годом агрария заметно не только в зерноводстве. Когда-то Нива славилась своим животноводством. Война и экономическая разруха не оставили никаких шансов на выживание этой отрасли, но вот случились перемены. В хозяйство завезли 30 голов крупнорогатого скота калмыцкой породы. Можно сказать, возрождение животноводства началось. Закуплено крупнорогатого скота, вот они стоят. 30 голов 2 месяца назад. Значит, этот скот завезли с Калмыкии, мясного направления. Значит, и после откорма и реализации, значит, на зиму будем увеличивать это поголовье в 2 раза, в 3 раза увеличивать. Для этого есть и кормовая база, все есть. В Венхозе Алпатова свои будни не менее напряженные. Основной культуре хозяйства теперь меньше уделяют внимания. Заводы по производству вина сейчас не работают. Но виноград здесь есть, столовый. Его, кстати, посадили в этом году 7 гектаров. А заботы местного руководства связаны даже не с этим. Подробности в сюжете Жанеты Дахаевой. Несмотря на то, что многие опасаются, что из-за чрезмерной жары на наших полях могут возникнуть пожары и засуха, эта беда обошла стороной. Если раньше в Венхозе занимались только виноградниками, то сейчас на полях можно увидеть также зерновые, овощные и бахчевые культуры. Осматривая в очередной раз одно из них, директор Венхоза Сламбек Аларсанов рассуждает, каким будет урожай. Планируем где-то убрать в середине августа. В нашем случае 15 центнеров. Я думаю, даже по таким регионам, как Ставропольский край, Краснодарский, это неплохой урожай. В этом году здесь уже успели собрать около 50 центнеров зерновых культур. Раньше на полевые работы уходило много времени и сил. Сейчас, благодаря специальной технологии и недавно завезенному сюда новому оборудованию, многих сложностей по уходу удалось избежать. Все автоматически работает, все хорошо. Благодаря этому мы можем получить хороший урожай.
Несмотря на то, что Алпатов исконно было селом аграриев, в последнее время местные жители неохотно идут работать в госхоз. Часто приходится привлекать людей из соседнего Дагестана.